Как правильно сказал предыдущий оратор, председатель парламента Чеченской Республики, кстати, Герой России Магомед Даудов, наш народ все время пытался доказывать свою невиновность. А в чем это была вина? Еще в 1942, я к 1944 не подхожу пока, в 1942 году, во второй его половине, когда листовки «Великий рыцарь Кавказа», «Орел Победы», это было про Хампашу Нурадилова, написаны были эти листовки, сыпались на головы солдат рабоче-крестьянской Красной Армии, в кулуарах сталинско-бериевских казематов выстраивались новые планы о представителях этого же народа. Там разработан был циркуляр, тайный циркуляр НКВД о том, чтобы представителям чеченской нации, как и представителям тех народов, которые уже тогда были приговорены к так называемой депортации, чтобы им не давали очередных воинских званий и не давали больших наград. Это было еще тогда, потому что каким-то образом, это я говорю как историк, нужно было оправдать позор первоначальных поражений лета 1941 года. Нужно было оправдать потоки сотен тысяч пленных, которые тогда, к сожалению, они не дрогнули, но из-за бездарности своих командиров они были вынуждены сдаться в плен. Так вот, чеченский народ тогда был оболган. И уже 23 февраля 1944 года потоки ни в чем не повинных людей были отправлены в скотские вагоны. И в одной из бесед, и все это назвали депортацией, в одной из бесед с главой Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова я услышал очень справедливый вопрос. А почему депортация? В чем смысл этого слова? Не было никакой депортации. Была преступная высылка. Потому что депортируют кого-то к себе на родину. Могут депортировать из Франции, например, чеченцев в Россию. Но чеченца из Чечни депортировать невозможно. И это вбивалось десятилетиями в головы не только чеченцев, но и всех остальных жителей Советского Союза и России. Депортировали. У чеченцев, значит, нет родины. Другой вопрос он задал мне. А что такое восстание? Говорит он мне: Джамбулат, неужели мы были рабами для того, чтобы восставать, когда наши предки вытаскивали свои кинжалы для последнего смертельного боя, для того, чтобы отстоять свою свободу и независимость? Это было другое время, это была другая Российская империя, это был другой чеченский народ и были другие исторические обстоятельства. Но эти кинжалы из ножен выхватывались, и горстки наших предков доказывали свое божественное право жить на собственной земле. И сегодня, глядя в глаза тем, кто шипит в сторону чеченского народа, глядя в эти бессовестные и бесстыжие слова, и заканчивая свое выступление, я хочу прокричать на всю Россию: слушайте вы, посмотрите на генерала Магомеда, на героя России Магомеда Даудова, на генерала Алханова, посмотрите на Ваида Усмаева, посмотрите на Шерифа Делимханова, Алихана Цакаева, Аслана Ирасханова и многих-многих других командиров, героев, генералов и тех, кто сегодня единым сплоченным рядом идет за ними. Посмотрите им в глаза и скажите нам честно, всему чеченскому народу: я стою за могилами наших предков и спрашиваю у вас, похожи ли их глаза и лица на потомков тех, кто мог когда-то предать или дезертировать с поля битвы? Ничего, кроме позорного молчания, я сегодня не слышу в ответ. Именно они и те, кто сегодня до сих пор продолжает оставаться на порогах Днепра, кровавым дождем смыли все стереотипы, все сплетни и клевету на чеченский народ. Я хочу всем присутствующим напомнить еще об одном. Все слова негодования, которые были сейчас сказаны мной, они сказаны тем, кто страшно любит Берия, кто страшно любит Сталина,
кто страшно любит Ельцина, тех преступников, которые, собственно, подставили свой собственный народ, и не только чеченский. Я хочу сказать вам, что русский народ, этот разумный и великодушный народ, не имеет никакого отношения ни к сталинским, ни к ельцинским преступлениям. Русский народ, во главе которого, как русский человек, стоит президент России Владимир Владимирович Путин, наоборот говорит о том, что чеченцы имеют узаконенное самим Всевышним Аллахом право на свою родину и на свою славу. Поэтому мы сегодня стоим на главной площади города великой воинской славы Грозного, столицы Чеченской Республики. И сегодня мы в очередной раз доказываем свое право называться славными, свободными чеченцами, которые могут молиться за своих предков, за их славу, за их отвагу, молиться в собственных домах. И заслуга тому великому Ахмату Хаджи, и заслуга тому его сыну, который принял на свои плечи все это тягостное духовно-политическое наследие, оставленное его героическим отцом Далгазов Обалдойцем. И сегодня мы еще раз, наш чеченский народ, в самое сложное время, как это было всегда, должны, объединившись в единый кулак, еще раз нанести поражение всем клеветникам, всем сплетникам, всем провокаторам и врагам великой России и ее неотъемлемой части Чеченской Республики. Слава России! Слава чеченскому народу! Ахмат сила!